покоя. Не нацепить ошейник на меня, чтобы быть покорным. Как ты открыл глаза, увидел только руины. Не вернуть назад все, золотой век сгинул. Но мы не сдаемся, из нас не выбить кровь ошины. На этот раз все учли, не совершим ошибок. Мы слишком долго спали, на улицах один бардак. Как наши предки станем, будет новая орда. Враг может вести обстрел, запускать нас ракеты. Но правда, она за нами и за нами победа. Ты здесь хозяин, ведь земли наши наследство. Где быть, татар не пропадал. Активный борец за права тюркоязычных народов, выдающийся общественный и политический деятель Республики Татарстан, отстаивающий права жителей республики и права людей во всех частях света, независимо от их национальной, религиозной, политической принадлежности. Рафис Кашапов в своем почтенном возрасте незаконно и негуманно лишен свободы. Братья-близнецы Рафис и Нафис Кашаповы в 90-е годы прошлого века были успешными предпринимателями набережных Челнов. Ими была оказана спонсорская финансовая помощь для развития родного языка, культуры, традиций, религии, образования, науки, СМИ, татарской диаспоре в ближнем и дальнем зарубежье. Безвозмездно были изданы и распространены книги и брошюры десятков наименований, в целом миллионными тиражами. Оказана гуманитарная помощь народам, пострадавшим от военных конфликтов, депортаций, а также проведены многочисленные акции в защиту репрессированных народов. Благодаря им школьники и студенты Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий-Эл, Мордовии в течение 20 лет имели возможность посещать экскурсии в исторический город Булга. Сегодня Рафис Кашапов, перенесший 16 переломов, 9 из которых черепа, уже 8 месяцев находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 5 лет колонии общего режима по части 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти или вражды» и по части 2 статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Также отстранение до 3 лет от общественной деятельности. Кашапова вынуждают оплатить стоимость экспертизы публикаций в социальных сетях, в которых он выражал свое отношение к политике власти России и призывал к мирному урегулированию отношений с Украиной. Стоит отметить, что экспертиза обвинительной стороны была проведена некомпетентными лицами. При этом автором одной из упомянутых публикаций является не сам активист. 28 декабря 2014 года в 6 утра был задержан Рафис Кашапов. В его квартире был произведен обыск. Главной целью правоохранительных органов было выяснение мотивов поездки в Турцию, где он пребывал на лечении и строил дружеские отношения с представителями тюркского мира. При этом было заведено уголовное дело 838-59, которое было открыто в день прибытия Рафиса Кашапова на родину. Постановление в уголовном деле не было представлено. Уведомление о возбуждении уголовного дела, которое правоохранительные органы должны были представить в день обыска и задержания Рафиса Кашапова, было отправлено его семье лишь через 12 дней. Все это связано с созданием Рафисом Кашаповым Центра оперативного реагирования по защите прав тюркских народов и крымских татар. В поддержку Рафиса Кашапова проходили массовые митинги и пикеты в нескольких основных городах России, в Турции и в странах Евросоюза. Все, кто выступали в его защиту в России, были подвержены политическим преследованиям. На кого-то завели уголовное дело, кому-то выписали штраф, кого-то уволили с работы. Кашапов находился в следственном изоляторе, где ужаснейшие условия. Заключенных избивали, некоторые пытались покончить жизнь самоубийством. Мусульман в тюрьме специально кормили свининой и ничем больше. Поэтому Рафис Кашапов несколько раз объявлял голодовку. Следствие проводили не следователи, а сотрудники ФСБ по 10 часов в сутки в наручниках. Следователи шантажировали свиданиями его жену Нурзию Кашапову. Якобы, если она не даст показания на мужа, ей не дадут свидания. 26 февраля на все счета Рафиса Кашапова были наложены аресты на сумму в 40 миллионов рублей, и его имя было внесено в федеральный список экстремистов России. В изоляторе из-за плохих условий и после долгих голодовок у Кашапова начали отказывать почки, но судья не придал этому значения. Судебные дела Рафиса Кашапова неоднократно освещались в иностранных СМИ и в правозащитных организациях. 10 сентября в 10:00 состоятся прения в Набережно-Челнинском суде и будет произнесено последнее слово Рафиса Кашапова. Суд открыт. Родственники, друзья, соратники, политические деятели. Мы приглашаем всех неравнодушных на суд поддержать узника совести. Адрес суда: город Набережные Челны, проспект Зембике, 43-16, кабинет 19, этаж 7. Судья Шакуров. Идем смело в бой, хорошо сцеплена в нас души волчьи. Без свободы мы не можем, у врага в клочья. Достаем меч из ножа, моя орда со мной натянута тетива. Идем смело в бой,
наши волчьи. Без свободы мы не можем. Для врага в клочья, достаем меч из ножен. Вопрос в том, как мы это сумеем сделать. Кстати, и другое свойство характеристика, по которой огромный спор, по-моему, уже идет лет 200 по поводу индивидуализма и коллективизма. Знаете, оказалось, что по этой характеристике мы ровно на медиане, то есть на средней мировой характеристике. И это, вообще говоря, предсказывал один человек, которого мы с вами знаем как автора любимой детской книги, я имею в виду Редьярда Киплинга, но который в это же время был офицером